Задача простая и сложная у этой работенки одновременно. Разбираем все. У меня не было розовых очков и каких-то фантастических представлений о том, что здесь растут деньги на деревьях. Я не узконаправленный специалист с 2 высшими образованиями и не айтишник, поэтому я был готов к тому, что браться надо будет за любую работу, и не обижаюсь на слово «гастарбайтер». Эти автоматы из игровой комнаты – одно из немногого, что надо было сохранить в процессе нашей работы, потому что основная задача была сделать ремоделинг пиццерии, то есть обновить интерьер. Ну, естественно, это значило, что все старое надо разбомбить. Питались мы, конечно, специфично, но вкусненько. Как тебе плехи? Perfect. Завтрак строителя. Просто шикарно. No problem. Нравится мне американская фирма Milwaukee. Друзья, вот что я понял. Хорошие перчаточки вполне себе решают. Держатся. Вот этим местом можно упираться в пол. Вообще все супер. Все какое-то такое у них и красивое, стильное, ну и немножко лучше, чем непонятные бренды. Фух, ребятки, котятки, работаем. Следующий этап работы – это мусор. Нам предстояло наполнить 3 таких контейнера. Ведь сам он никуда не девается. Поэтому все, что мы до этого ломали, демонтировали и до последнего складировали в одной из комнат, нам предстояло вынести и подготовить к утилизации. Глаза боятся, руки делают. Люди есть очень странные. Накидывают вверх торчащими гвоздями доски туда, где ходим сами же. Я сейчас чуть ногу не проткнул. Почему? Я вот все складываю в бок с гвоздями. Вот это все мое. Гвозди торчат в бок и вверх. Кто-то на пол. Друзья, смотрите, насколько популярны пикапы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Просто парковка из пикапов. It's America. Даже удивительно, что 7 человек могут сделать за один день. По сути, разобрали все. Спецерию. И хоть такая работа все-таки не по мне, да и приглашен я был всего лишь хелпером, ну то есть принеси, подай, иди нафиг, не мешай. Тем не менее, очень интересно посмотреть, как здесь все устроено, как отличается электрика, прокладка этой электрики, да и вообще всякие эти строительные мелочи. Отдельно хочу остановиться на том, что меня очень удивило, поразило, впечатлило. Короче, это местные электрики. В данном случае, на этом объекте, это были мексиканцы, но это были укомплектованные мексы. Они выглядели практически как какие-то спецагенты, все такие в обвесах, с какими-то поясами, как с кобурами, там вместо пистолетов у них шуруповерты. И это очень поразило, потому что в России я в основном вспоминаю электрика, это там чувачок, грубо говоря, с плоскогубцами, с изолентой, с отверткой. Ну, я образно говорю, то есть таких, как эти, я в России электриков не встречал. И удивительно, что у них, благодаря тому, что здесь так доступен и есть всеразличный, какой только хочешь, инструмент, и для него всякие аксессуары, у них благодаря этому получалась очень организованная, структурированная и продуктивная работа. То есть, как вы видели, они залезли втроем на 3 лестницы работать с потолком, с электрикой в потолке. То есть они там прокладывали кабеля, подключали светильники. И вот они залезли туда на полдня и вообще с этих лестниц не слазили. Ну, то есть там разве что в туалет сходить. То есть у них все настолько было организовано, все было при себе, что им не надо было спускаться ни зачем. У них все было в этих обвесах, в кобурах. Там у кого-то были такие магнитные на руках штуки для саморезов, для болтиков, для всяких металлических изделий. Меня это реально впечатлило. Anyway, давайте поговорим про отель.
Мы ночевали вчетвером, и в соседнем номере еще 3 ребят. Здесь все стандартно, неприхотливо, разве что в каждом номере есть кофемашина. На территории отеля есть сауна, хамам и бассейн под открытым небом с видом на горы. Мы ребята простые, поэтому каждое утро устремлялись на завтрак к шведскому бесплатному столу. В меню яичница, немного фруктов, йогурты, кофемашина, соковая машина. Вот чем мы наслаждались каждое раннее утро с лучами солнца. Особенно учитывая тяжелый и плотный график, потому что работали до поздней ночи, просыпались рано утром, завтракали и снова в бой. Еще одно интересное строительное техническое отличие – это то, как крепятся унитазы. У них нет выпускной трубы или колена, или как там это еще называется, а есть просто отверстие в полу, которое уходит напрямую в канализацию, и на него ставится унитаз через прокладку. Вот и все. В очередной раз обедаем пиццей с прекрасным видом на горы национального парка Йосемити. Заряжаемся, защищаемся серьезными масками, респираторами фирмы Milwaukee и приступаем к финальным покрасочным работам. Хотя буду с вами честен, как всегда. Я не могу показать фото финального результата и сделать красивый коллаж до, после, потому что на этом этапе, закончив 6-й день, я сошел с дистанции. На следующий день у нас с Полиной были дела, плюс объект планировали закончить за 4 дня, на которые я и ехал, собственно, соглашался. Да и силы уже закончились. Что ж, вы можете уцепиться за только последний пункт и будете в чем-то правы. Согласен. Может быть, стройка и подобные работы это и не мое, но видит Бог. Я старался. Ты не должен быть лучшим во всем. Это не слабость, а понимание своих сторон. Развивай то, что у тебя хорошо получается. И не стремись к идеалу.